Давай, помогай. Анастасия Ки полгода назад стала волонтером благотворительной организации «Ценим жизнь». Каждый день вместе с младшей дочерью она приходит сюда и помогает собирать посылки для бойцов в зоне СВО. Там сейчас находится ее супруг. Когда муж был в отпуске, мы с ним приехали сюда. Он посмотрел все, что делает, познакомился с коллективом. Ну и, соответственно, был очень поражен на самом деле, что такой большой титанический труд проделывается. Сказал, что вот когда такой тыл есть, то нам там ничего не страшно. В свободное от работы время Анастасия упаковывает бандажи и индивидуальные перевязки. Параллельно шьет пятиточники. Одно из первых изделий – это пятиточечник. Его функциональное назначение для того, чтобы защитить бойцу почки, защитить, получается, седалище, когда холодно, и колени, локти в поле. Волонтеры работают круглосуточно. Их здесь 70. Альфию Сарулеву здесь называют рекордсменом по шитью бандажей. За день может изготовить 140 экземпляров. Об организации узнала из новостей и сразу же решила присоединиться. Шью дома и также помогаю в офисе. Когда приходят отзывы от ребят, ну, естественно, помимо того, что в душе большая радость и, ну, скажем так, вдохновляет и крылья вырастают, что наш труд нужен. Волонтеры готовят для бойцов индивидуальные комплекты средств первой необходимости. Это носилка, подсумок, эвакуационный стропа с карабином, саперная кошка, шапка со снудом, флисовая толстовка, пятиточечник, мобилизационная шина и аптечка. Идет 26 компонентов аптечки в стандарте. Перевязочные бандажи, это идут жгуты, это обязательно идет спас одеяло, тактические ножницы обязательно и очень много других компонентов. Но в аптечке есть карточка бойца. Обязательный документ, который должен быть. И если боец ранен, то есть она заполняется. Вот. После этого ему будут начислены следующие выплаты. Руководитель проекта в качестве санитарного инструктора лично доставляет груз в зону СВО. По всей республике трудится 9 гуманитарных групп движения. Это более 300 волонтеров. 4 филиала в Казани, остальные в Апастовском, Зеленодольском, Елабужском, Бавлинском, Бугульминском районах. Задача проекта – объединить разрозненные гуманитарные группы в одно целое. Для этого и создавалась, и была регистрация по букве закона как оно. Еще одна из основных целей, в первую очередь, помочь ребятам, которые сейчас находятся за лентой и выполняют задачи, поставленные государством. Запросы от бойцов идут большие, запросы увеличиваются, но, к сожалению, нам не хватает волонтеров в первую очередь. Благотворительная организация отправила на передовую уже более 3000 носилок, 1000 перевязочных материалов и около 500 комплектов теплой одежды. Следующий гуманитарный груз для ребят планируют доставить после 15 августа. Сирина Васильева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.